Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Полицейские раскрыли серию краж в Якутии. По информации регионального МВД, сотрудники уголовного розыска раскрыли серию краж электроинструментов и другого имущества со строительных объектов в Якутске. В апреле в полицию стали поступать заявления бригадиров подрядных организаций о пропаже с объектов инструментов и материалов. Общий материальный ущерб составил свыше 300 тысяч рублей. Выяснилось, что кражи совершались преимущественно под покровом ночи. Для задержания неизвестных злоумышленников оперативники вели скрытое наблюдение на строящихся объектах. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены 33 и 44-летние мужчины, один из которых ранее уже был судим за совершение краж. По всем 4 эпизодам возбуждены уголовные дела, часть похищенного имущества изъята. В Якутске возбуждено уголовное дело за уклонение от административного надзора. По сообщению МВД, 48-летний мужчина пытался уклоняться несколько месяцев. Отмечается, что он ранее неоднократно судим, в том числе за преступления против личности. Это побои и грабеж. Посещать территориальный отдел полиции и быть всегда на связи с участковым уполномоченным полиции его обязал суд. Однако, несмотря на проводимую с ним профилактическую работу, наличие семьи, мужчина продолжал вести сомнительный образ жизни. Ушел от жены, бродяжничал, не работал и злоупотреблял алкоголем. За нарушение решения суда в его отношении возбуждено уголовное дело. В настоящее время он помещен в социальный центр. Главный инженер филиала угольного разреза предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем причинение крупного ущерба. Об этом сообщает Следственный комитет по республике. Расследование уголовного дела завершено. По данным следствия, главный инженер филиала «Якутуголь» обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности, опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. В условиях особого противопожарного режима на территории Тампонского района мероприятия по предотвращению возгорания травяного покрова, кустарников, лесных массивов в пределах земельного отвода угольного разреза и мероприятия по снижению влияния взрывных работ на окружающую среду фактически не выполнены. И главным инженером не проконтролировано их выполнение. Так, минерализованная полоса, отмеченная на маркшейдерской съемке плана угольного разреза Джибарики-Хая, и которая должна находиться на земельном отводе, фактически не прочищена, не обновлена и проросла сухой растительностью, говорится в сообщении. Впоследствии на угольном разрезе были произведены взрывные работы, приведшие к возникновению лесного пожара, что повлекло причинение лесному фонду крупного ущерба на сумму около 4,5 миллионов рублей. Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По факту частичной невыплаты заработной платы на предприятии, занимающемся производством хлеба и мучных изделий, возбуждено уголовное дело. Следственный комитет сообщает, что по материалам проверки, проведенной прокуратурой, возбуждено дело. По данным следствия, за январь-декабрь прошлого года на предприятии свыше 3 месяцев не выплачена заработная плата 5 работникам на общую сумму около 800 тысяч рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В том числе назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. В ходе предварительного следствия следователями будут приниматься меры по полному погашению задолженности. Расследование продолжается. В Чаде в ходе протестов против Временного военного совета погибли по меньшей мере 2 человека. Об этом сообщили очевидцы. Подробности в следующем материале рассказывает Никита Конев. По меньшей мере 2 человека были убиты и 27 ранены в Чаде во вторник, когда в стране начались протесты. Демонстранты требуют от военных, сформировавших Временный совет после смерти президента Идриса Деби, передать власть гражданским. Один из сотрудников больницы в столице Нджамене, пожелавший остаться анонимным, подтвердил смерть 20-летнего мужчины, которого доставили в отделение неотложной помощи вместе с другими пострадавшими. Очевидцы также рассказывают о гибели протестующего во втором по величине городе-государства Мунду. 20 апреля стало известно о кончине президента страны. Деби был ранен в столкновениях между армией Чада и повстанцами на севере. После этого военные во главе с сыном покойного Махматом Деби взяли власть в свои руки, объявили переходный период на 1,5 года и распустили парламент и правительство. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и увидимся в следующих выпусках.